Подозрительного водителя такси задержали сотрудники патрульно-постовой службы на улице Мулланура-Вахитова. Полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии опьянения. С таким мнением автомобилист был не согласен и попытался скрыться, но тщетно. Когда же на место происшествия приехали автоинспекторы, мужчина и вовсе стал утверждать, что его задержали незаконно. Обо всем по порядку в репортаже Алии Хайрудиновой. Вы знаете, меня незаконно удержали, причем придумывали мне какие-то средства, по которым я должен... Не знаю, меня сейчас незаконно удержали, не дают мне право на адвоката. Задержанный молодой человек с уверенностью в глазах и без дрожи в голосе утверждал, что абсолютно трезв и действия полицейских незаконны. Хотя, по рассказам очевидцев, за полчаса до задержания он спал в машине без одежды и с открытыми дверьми. Эта картина и привлекла проезжающих мимо полицейских. Остановились и решили узнать, все ли в порядке. Но мужчина, увидев полицейских, завел машину и попытался скрыться. Правда, далеко уехать ему не удалось. Они просто вытащили меня из машины и... При том, что я хотел им дать документы, искал их, они просто открыли дверь насильно, вытащили меня из машины, надели наручники. Я вообще не понимаю такую агрессивность, не представляю, зачем это нужно было. Неровная походка и запах спиртного. По этим признакам полицейские сделали вывод, что водитель пьян. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на алкоголь, но он отказался. Здесь, получается, проходить освидетельствование отказываетесь, то есть вам надо ехать Нет, или не то, что я отказываюсь, нет, не отказываюсь, просто, судя по поведению полицейских, которые они все это повели себя, я просто не верю им. Я хочу в больницу ехать, чтобы было освидетельствование правильное. Мужчину увезли на освидетельствование в больницу. Если подозрения полицейских оправдаются, он не только лишится водительских прав, но и останется без работы. Как выяснилось, мужчине только недавно вернули водительское удостоверение. Ранее его лишали за аналогичное правонарушение. Алия Хайрудинова, Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, «Вызов 112».